В этом году Коми обновится на 6 желтеньких автобусов, но уже сейчас требуется 14, еще 48 в ближайшие 2 года. Выйдет плановый срок эксплуатации. Остальной парк проверку прошел, нарушения устранены. Теперь дороги вызывают нарекания. Четверть обследованных не отвечают нормативам. Следует отметить, что к осуществлению перевозок на сегодняшний день в 6 муниципальных образованиях полностью готовы. Школьные маршруты – это в Инте, в Сосногорске, в Печоре, в Усть-Лымском районе, в Книж-Погосском и в Троицком-Печорске, за исключением одного маршрута, который проходит по Зимнику. Госавтоинспекция региона отмечает, единичные перевозки детей под пристальным контролем. Важно подтянуть и регулярные. Восполняется недостаток водителей. Сейчас всего 3 свободные вакансии. Но только в 9 муниципалитетах решен вопрос аттестации лиц, выпускающих транспорт на линию. И самое главное, нарушения со стороны водителей сохраняются. К чему приводит превышение скорости, показала трагедия, произошедшая со школьным автобусом в Сыктывдинском районе в октябре прошлого года. 12 человек получили травмы, 3 взрослых погибли. Перед комиссией мы выборочно запросили данные системы ГЛОНАСС по некоторым школьным автобусам, эксплуатируемым на территории Сыктывдинского района. В результате было установлено, что нарушение скоростного режима имеет место быть и уже в новом учебном году. Обозначу некоторых фактов. Часовская СОЖ 15 сентября максимальная скорость составила 81,7 км в час. Выльверская СОЖ номер 2 14 сентября максимальная скорость составила 82,6 км в час. Мы взяли близлежащие, и посмотрели, и вот сразу 2 попалось. Я уверен, что если мы возьмем по всем 231 автобусу, я уверен, что в доброй половине, наверное, такие подобные нарушения будут выявлены. Поэтому я призываю руководителей образовательных организаций, директоров школ, функционал просмотра данных ГЛОНАССа у вас имеется. Если с этим есть у вас какие-то сложности, мы готовы вам оказать инструктивную помощь, как это делается. Но вы в состоянии сами это все контролировать. Перевозка крупногабаритных грузов – тоже актуальная тема. Одно из решений – сплав древесины по руслам рек. 2 года назад Сыктывкарский ЛПК отказался от этого в пользу дорог. Реанимировать тему было поручено Министерству природных ресурсов. Ведомство отчиталось письменно, возможности нет. Сколько они провели совещаний с лесозаготовителями по поводу перевозки лесодревесины, малотоннажными судами. Что происходит у нас в Котласе? А то отчитались о том, что якобы сейчас невыгодно перевозчикам переходить на лесосплав. И на этом вопрос закрыли. Пусть отчитается, сколько было проведено встреч, какое было мнение, что указывалось в данных встречах. А то у нас ситуация сейчас складывается следующая. Мы ежегодно будем закрывать дороги для движения тяжеловесного транспорта в связи с ненормативным состоянием. По оценкам диагностики. Как потом лесоперевозчики будут двигаться по этим дорогам, я не знаю. Сохранить дороги от перегрузов поможет автоматический весовой контроль, что исключает коррупционную составляющую и задержку перевозки грузов. Уже заключен контракт на установку и подключение оборудования. В 3 местах в дорожное полотно вмонтированы датчики. 15 ноября система должна заработать в полную силу. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрга.